Фотовыставка «Голубые каски» объединила 50 уникальных кадров из 14-летней службы российских миротворцев в Абхазии. Экспозиция организована Союзом журналистов. Авторами проекта являются журналист Руслан Хашик и фоторепортер Владимир Попов. И мы с сегодняшнего дня, с этой выставки, заявляем о большом проекте, о цифровизации всего видео, о цифровизации всего фото, о систематизации всего этого архива. При этом я еще со своей командой работаю над созданием фильма о миротворческой операции. И надеюсь, что вот к следующей дате, 31-й годовщине, мы успеем презентовать два больших фильма о миротворческой операции. Считаем, что это очень богатый архив, который должен работать ежедневно. Он должен работать в системе образования, он должен работать в средствах массовой информации. Официальная миротворческая миссия в Абхазии началась в 1994 году, а завершилась в 2008. За время миротворческой операции в зоне грузино-абхазского конфликта погибло 117 российских военнослужащих. Фоторепортер Владимир Попов запечатлел уникальные кадры миротворческой миссии по поддержанию мира в Абхазии. Я фотограф, простой фотограф. Я смотрю на лица, когда люди приходят к нам с добром, а эти люди пришли светлый взгляд, светлое такое доброе отношение. Не было такого, чтобы перевел порог, дорогу женщине и тут же заснял и во всех видах его даешь в интернет. И не было интернетом толком. Люди помогали на всех уровнях, от солдата до генерала. За период осуществления миротворческой миссии в Абхазии ее участниками стали до 70 тысяч военнослужащих из вооруженных сил Российской Федерации. Коллективные силы по поддержанию мира, которые формировались как коллективные силы стран СНГ, формировались исключительно за счет русских военнослужащих, за счет россиян. И уже упоминалось здесь, что 117 из них погибли, защищая свободу, независимость, суверенитет Абхазии, защищая мирных граждан. Для миротворцев это исключительный случай. Миротворцы в таком количестве не гибнут. Как только гибнут миротворцы, миротворческие войска выводят. Но россияне стояли до конца и отстояли, и выполнили полностью свой долг. Сложно переоценить миссию миротворцев, которые вели большую работу по воспрепятствованию вооруженного столкновения, разминированию, предоставлению помощи местному населению. Несомненно, миротворческая миссия сыграла важную роль в поддержании мира и стабильности. Миссия миротворческая тогда спасла наш народ от новой агрессии. Мы знаем, что и события, которые произошли в мае, это было 98-го года, когда новая попытка была провокационная совершена. И действия вот этих террористических диверсионных отрядов грузинских, которые нанесли много бед нашей стране и нашим гражданам, в том числе и миротворцам. Все это было бы гораздо в больших масштабах, конечно, если бы не было такой защиты у нас в лице миротворческих сил Российской Федерации. Вечная память всем павшим за нашу свободу и нашу безопасность. Миротворцы делали все от них зависящее. Пытались и старались быть объективны и беспристрастны в своей деятельности. Может быть, не всегда это получалось. Кроме миротворческой миссии, вот те люди, которые были связаны, скажем, с тем регионом, который входила в 12-километровая полоса, зона безопасности, зона ограничения вооружения, миротворцы еще выполняли и другие функции. Они очищали территорию от неразорвавшихся снарядов, от мин и все остальное. Фотовыставка «Голубые каски», посвященная 30-летию миротворческой операции в Абхазии, является благотворительной и будет проходить до конца года в Абхазии и России. Альга Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.